Уже даже Путин признал эту проблему. Видимо, действительно это серьезно. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Не снижается уровень опасности, которую представляет ИГИЛ, Аль-Каида, другие террористические группировки, заявил президент России Владимир Путин, говоря об угрозах на пространстве СНГ в среду, передает Кремль. Это мнение он выразил на встрече с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, которая проходила в режиме онлайн-конференции. Эти террористы пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии, что, конечно же, несет потенциальный риск вторжения в этот регион, отметил Путин. Очевидно, что ни Содружество в целом, ни наши страны по отдельности еще не сталкивались с такими комплексными угрозами, и наша общая задача максимально защитить наши народы от них, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие тех взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнерских отношений. На решение этих задач, по мнению российского лидера, сегодня важно мобилизовать все веренные силы и средства, в полной мере использовать накопленный опыт и контакты, которые, как уже не раз убеждали стороны, заметно увеличивают потенциал и эффективность работы каждой службы. Лидер России назвал одной из приоритетных задач в этом вопросе совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран Содружества. Мы знаем с вами, что это такое. Для этого, чтобы противостоять этому, нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве, участники СНГ, сказал он. Как вы относитесь к такой ситуации? Раньше об этом, по сути, твердил только Эмомали Рахмон на каждом заседании. Каждый президент, конечно, об этом упоминал, но в таких масштабах только Эмомали Рахмон. Тут уже подключился Владимир Путин, говоря об этих угрозах. Наверное, это что-то действительно очень серьезное и угрожает с каждым днем все больше. Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Было предложено и дальше проводить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявлении и перекрытии каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе расползание иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу. Между тем, пресс-служба российского президента не приводит выступления других участников встречи. Напомним, Владимир Путин ранее 29 сентября проводил по видеосвязи 18-е заседание совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств, участников СНГ. На нем обсуждались вопросы укрепления коллективной безопасности и стратегического партнерства. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, реально ли есть эта угроза и смогут ли наши страны с ней справиться? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!